Кто-то в меня вселяется. И вот я помню, мы в программу идем, и там какая-то вот тусня, молодежь, вот что-то вот такое вот непонятное. Вот. И мне жалко стало, у меня книги были, мы с мужем шли с первыми. И я такая, ребята, что такое, там, чем занимаетесь, там, где учитесь? И они такие, мы учимся в институте. И я такая, кино и телевидение? Они такие, кино и телевидение. Я думаю, надо все задействовать. Я не знаю, что сказать. И такая просто, сейчас сказать. Я такая, и я его закончила. И они такие, там человек 20, они такие, да ладно! И все начали руки поднимать, там, чуть ли не на руках нас затаскивать в какой-то клуб. Я вообще не люблю все эти клубы, тусовки, вечеринки, поэтому я схватила мужа за рукав и потащила в этот клуб. А мне преданные вручили в этот день бутылку черенамриты. Я как бы возмущалась, потому что я черенамриту, знаете, вот так вот, как бы немножко пью и все. Вот, и я думаю, зачем мне бутылка? И вот мы пошли в этот клуб. И я так смотрю на них, и говорю, ребята, у вас стаканы есть? Они такие, да. Я говорю, вот у меня есть кое-что для вас. Они такие, что это? Я говорю, это нечто. Они, что это, что это? Вот, короче, я вот налила стакан черенамриты. Они такие смотрят, и никто не хочет пить. Я его выпила, и говорю, сейчас я вас научу. Смотрите, я залпом просто выпил. Вы такие, это прям огонь, да? Я такая, это нечто. Я говорю, кто из вас самый смелый? Вы такие, он самый смелый. Я говорю, давай иди сюда, давай, показывай. Он такой, ну ладно, я говорю, да это круче абсента, давай. Что, боишься? И он как выпил, и они все начали, и мы разлили эту черенамриту. Вот, и там, понятно, раздали книги, собрали деньги, да, все как надо. Потому что за смелость нужно давать книги. Вот, а смелых оказалось много, поэтому вот так вот. Вот, и как-то, да, было весело, мы потом оттуда выходили, и у нас оставалось еще немножко, мы так подумали, что надо, чтобы они тоже с укрытия какое-то хорошее заработали, мы оставили вот это вот немножко черенамриты, кому-то дали и сказали, раздай, кому не досталось. Вот, он пошел раздавать. Еще как-то мы с преданными, да, вот рассказали, на Авито отправляли, это было хоть и в прошлом году, поэтому я уже этим не особо хотела заниматься. И вот было очень много Бхагавад-гит, нас было 3, что-то отправляли мы, по-моему, 500 Бхагавад-гит в этот день. Вот, и вот на почте работало 2 окна. Ну, знаете, что такое почта, да? Такая немножко советская. Там работает 2 окна, ты отправляешь 500 Бхагавад-гит, за тобой еще столько же людей. Вот, они все недовольны. И тяжело было людям осознать, что они в очереди час простояли. Вот, и в конце у нас так получилось, что мы взяли, оказывается, больше, осталось несколько пачек. И преданные такие, а что с ними делать, Я говорю, да сейчас не волнуйтесь, все будет нормально. И я такая встала куда-то там, немножко на возвышение, такая, говорю, дорогие товарищи, я говорю, вот вы час ждали, чего ради? Они такие смотрят на меня и говорят, неужели вам не интересно, что же это за книги? А там картина была такая, один бедный запаковывает, второй там перекладывает, третий таскает. Мы еще там пару человек с улицы задействовали просто. Причем один из них, он такой, говорит, знаете, как меня вообще зовут? Мы такие, как тебя зовут? Он такой, я Гопал. Вот, и потом он ушел куда-то. Вот. И вот эти вот товарищи, да, которым я объясняла, что это за книги, они такие смотрят на меня. Я говорю, у нас 500 только что взяли, говорю, осталось только для избранных. Вот кто возьмет, тот молодец. И вот я беру несколько книг, такая, подхожу к первому, подхожу к второму, они что-то отказывают, а третий сломался. И когда он сломался и начал брать книги, остальные тоже, вот это вот началась какая-то энергия, и мне, я такая, да всем все равно не хватит, успокойтесь. Там не стройтесь в очередь. А потом я такая вспомнила, что в багажнике еще немножко есть. Я говорю, возможно, все-таки чуть-чуть есть. Вот, и, в общем, вот так вот книжки остальные распространились. Поэтому, когда какая-то марафон, начинается вот эта вот какая-то движуха очень странная.
Вот, что-то такое. Ну,